из выступления прозвучало очень много важного и интересного, в том числе и для Чеченской Республики. Принципиально новым было сообщение о том, что за истекший год инфляция снизилась до 3%. Это дает дополнительный стимул и стабильность роста экономики. Также в выступлении президента прозвучало, что ежегодно мы должны наращивать темпы роста инвестиций до 5% до 2024 года, и чтобы к 2024 году объем инвестиций был не ниже 25% от валового внутреннего продукта. Это амбициозная задача. В том числе и на региональном уровне мы наращиваем, у нас устойчивые темпы роста привлечения инвестиций, но в свете тех задач, которые ставит в своем послании президент, нам еще придется тоже напрячь силы и быть, что называется, в числе лидеров. Мы и так в лидерах и по объему инвестиций, по темпам роста инвестиций. Еще много интересных предложений прозвучало в выступлении. В частности, мне хочется сказать о законопроекте, который находится сейчас в активной разработке. Это законопроект по защите и стимулированию инвестиций. Регион активно участвует в обсуждении этого законопроекта. Как раз послезавтра у нас будет всероссийская видеоконференция по этому вопросу, где мы тоже подготовили свои предложения в этот законопроект. Было предложение, есть так называемый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, чтобы заинтересовать регионы предоставления вот этого инвестиционного налогового вычета. В предложении послания президента прозвучало, что федеральный бюджет будет компенсировать выпадающие доходы в части предоставления вот этого инвестиционного налогового вычета. Речь идет о налоге на прибыль. 17% этого налога зачисляется в республиканский бюджет. И предоставляя инвестиционный налоговый вычет, определенные, выпадающие доходы бывают у регионов. Чтобы заинтересовать регионы, в своем послании президент предложил компенсировать эти выпадающие доходы за счет федерального бюджета, чтобы больше и шире предоставлялся этот инструмент для привлечения инвестиций.